вот, дорогие друзья, сегодня у нас наступил второй день пребывания нашей в горах, в этих чудесных местах. Сегодня мы приехали. Сегодня у нас рыбалка на продолжение рыбалки вчерашней. У нас рыбалка на гольца арктического, который здесь обитает. Вот. План сегодня чисто упереться в гольца. Вот. Будем пробовать вертушки, колебалки, мушки. Ну, в общем, будет просто рыбалка, друзья. Рыбалка просто для души. Снаряжаемся. Спиннинг у меня спрут Нагата. Тест идет 15-45. Ну, такая довольно жесткая палка для тайменя. Вот. Ну, решил его попробовать. Не знаю, почему-то взял именно эту палку. Вот решил просто на нее попробовать и все. Катушка 4000-ник спрутовский. Сейчас посмотрим. Ну вот здесь набрал вот. Вот здесь не зацепляйка, резина спрутовская. В общем, вот петуховские тут воблер Соболевского взял. Спрутовские различные приманочки там. Даже лягушка есть. Ну, в траве будет цеплять, наверное. Ну, посмотрим. Сейчас маленько покидаю. Зайду. Вода присутствует у нас. Берег довольно травянистый. Так, ну вот, дорогие друзья, вот такая вот есть лодка у Андрея, оказывается, на этом озере небольшая. И мы решили ее повзаимствовать, ну, попользоваться этой лодкой. Сейчас вот такие галечики у нас уже есть. Половить. Да. Андрей, а больше еще бывает здесь гольцы? Бывает. Вот. 2 раза. В 2 раза больше гольцы бывают. Представляете, вот если такого поймать, нам сейчас просто будет вот бомба. Просто. О, лишь бы с лодки не вылетел. Сейчас я его вот так вот. Вот рыба стоит здесь вот поблизости к свалу. Мы сейчас стараемся кидать вот как-то вдоль свала, от свала вот в сторону глубины. Стараемся прокидать. Афанасий, вот как вы видите, с берега уже вот парочку поймал. Мы здесь в лодке вот 3 поймали. Ну, в общем, рыбалочка идет пока, все в штатном режиме. О, Афанасий с берега взял. На вертушку, да, Афанасий? Не, колебалка. На колебалку взял. Хороший галец. О, отлично. Поздравляю. Сейчас мы тоже колебалку поставим. Покажи, Почином. покажи. О, красота. Ага. Вот, иногда рыбка поклевывает. Сейчас вот был такой дождь ливневый, друзья. Посидели мы под дождем благодаря вот этой лодке. Я с собой не взял дождевичок, понадеялся, что дождя не будет до вечера. Но прогадал. Все вчетвером поместились под этой лодкой. Вот такую классную лодку изготовил Андрей в свое время. Вот, и поэтому мы здесь пасли, можно сказать. Сейчас вдоль берега пойдем еще. На новое место. Давай, сейчас на новое место еще пойдем половим. Будет интересно, друзья, думаю. Ни в коем случае не такая рыба уходит. Я начинаю шуметь веслами, и они начинают клевать. Да не, это не из-за этого. Да? Я просто попадаю. Подманиваю. Я в толщу попадаю в это вот, где есть. Есть. О, Видишь, прям
Хороший, слушай, ну прям, Да? Ну прям аж, прям ну, хороший. уж прям хорош. Ой, красавчик. О, это да. Тихо, 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 тихо. Ну, о, Отлетел сам хоть. пошел, да. Умница. Ну, Молодец. молодец. Вот, сейчас я буду дальше прокидывать в это же место, так, Ну. то есть далеко не надо Вот уплывать. он. Ну. Да, Я- я буду кидать туда, где они, собственно, у меня клевали. Вот Да? они вот там клюют. Это я чуть-чуть это. Тюкает. Пытается взять. Не успевает попасть. Давай еще раз. Что он там остался? Видел, да, этот кончик? Тук-тук-тук-тук. По кончику. Ага, есть, есть. Есть. Есть, колец. Ну, хороший другая, да? Слушай. Вот. Ну, прям, смотри, как тащит. Ух ты! Вот хорошенький. Ух ты, какой красавец. Ничего себе. Опа. О! Вот этот голец. Ух, сильный, да, какой? Не говори, он как, знаешь, как этот. Это ж все закрутило в пасти. Да. Ну, прям жадно берет, это хорошо, что Да. он так вот. Ох, резко было, плетенку его не перекусил. С мелкими зубчиками вот этими, как щетка. Просто так. Ага. Кидай. Откуда Они вдоль выходят? спада ходят. Вот так. Вот это место, откуда они выходят, оказывается, кормиться. Ну, знаешь что? Везде, где есть вот такой вот такая площадка, везде есть этот голец, кажется. Только мы не везде можем докинуть с берега. С лодки можно подъехать. Сейчас чуть-чуть туда вот проедем, попробуем в одном месте. Если не будет, то... О, хороший голец, смотри-ка, а. Они Вот два красный, вида. один красный был, Один красный, а другой такой, видишь? белый. Белый. Два белых, два красных. Ну. О, вот это нормально. Вот это хороший тоже, смотри-ка. Красавцы. А который ушел еще больше был, да? О, Что, ты пойдешь потихоньку? Там, кстати, вон там, вот где мы с лодкой прикрывались, чуть-чуть не доходя до лодки, там это, глубина, ну, такая яма. Говорю же. О, гольчик, 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 гольчик. Да. Ох, красавчик. Красавчик. О, да, ух, какой он пужный, сильный. И разговаривает. ну. Опа, тихо. О, отсоединился. Вот тут вот должен быть такой для камней. Еще раз покажи зрителям какой. Ну, примерно вот. Верни меня чуть-чуть. А? Чуть-чуть разверни. Ну вот, дорогие друзья, погода так и не дает нам порыбачить. Ну, немного улова поймали. Немножко улов есть, мы этому рады. И Штук поэтому, пяток. да, мы сейчас приедем, все покажем. В общем, рыбалка у нас вообще классная сегодня. Хоть и несмотря на то, что постоянные дожди, мы не Комары. унываем, да. То, что у нас есть такая вот лодочка, весло, которое неудобно даже грести, но ничего, мы все равно гребем, да? Да. Почти что на глиссер выходим. Ну вот, друзья, вот таких красавцев мы сегодня поймали. В принципе, рыбалкой мы довольны. План выполнен. Рыба в озере есть. Как видите, голец есть.
Так, ну в данной аэролодке, друзья, мне понравилось то, что ну, здесь, во-первых, полик имеется довольно твердый, очень большой багажное отделение переднее, вот эта площадка погрузочная. Вот. Подходы площадки удобны сбоку, то есть с лодки можно загружать вещи какие-то, полностью не открывая тент. Вот это боковое решение тоже неплохо сделано. Вот. Ну а так, в принципе, сейчас пока вот собираемся только выезжать, вот, и посмотрим. Удобные сидушки, мягкие. Как все это будет в деле во время езды. Все это посмотрим дальше. Будем смотреть. Глубина здесь, говорят, сразу начинается с берега свал. Вот так, недалеко закинули. Ждем, пока дойдет до дна. Смотрите, вымотка пошла. Ну, такое ощущение, что уже на дне. Все, остановилось. Ну ладно, будем посмотреть, как говорится. Ладно. Дальше как повар. Яким Галеса Иванов там делал, посмотри. Или что-то. Так, поставим сигналку звуковую. Если поклевка будет, мы ее услышим. Ой. Что-то попалось. Даже попалось, да? Посмотрим. О, что-то есть. Ух ты. Ничего себе! Есть налим. Прям налимо. О! О,
Ну, налим попался, да, слушай. Прям хороший. Сошел. Хороший налим, слушай. А больше еще бывает, да? Да. Бывает, хороший. Да ты чё, обалдеть. Маленький, хороший, блин. Жареха. Я сейчас Да. проверю этот. Да. Да. Мы с вами артисты. Работает так. Шук. О, что-то тяжелое идет. А? У меня тоже что-то сидит. Сопротивляется. Хорошая идет. Что-то идет. Сейчас проверим. Мы-то подальше закидывали. Я-то прям вообще туда запулил. Ну да, с рыбой идет, ага. Маленький, который дергается одна. О, хороший. Хороший налимяка-то идет, а? Ага. Покрупнее, да? Смотри-ка. Озерный налим. Мой-то там вообще капитально должен заплатить. Это маленький, да? Ну такой, я не знаю, для вас это как. Не, я говорю, маленький крючок там был. Крючки маленькие там вообще, он заглот прям туда. Нормальный речной. Удочка-то? Что-то Удочка-то? поплыл. Да не, это поплавочная удочка А. стоит. Волна просто, да? Далеко заплатил, наверное. Ну он уже туда Надо его- заглотил его. Надо просто Приглушить. маленький. Слушай, ну так классно вытаскивать налима Да? на фидер из глубины. Тянет так приятно, да? Да, знаешь, прям. Ощущения другие прямо, ага. Классные. Надо Гошу дать. Ой. Ну вот такой, друзья, вот такой налимчик, смотрите, классный попался. Ну он как бы для речного, ну как по речным меркам, ну небольшой как бы, да? Вот. Ну такие вот на горных речках считаются как бы, ну средний, наверное, размер, так скажу. Вот. И они очень вкусные, друзья. Вот эти вот речные, озерные налимы вот этих горных речках. У тебя какая-то своя техника разделки, да, вот налимы, или ты? А? У тебя техника своя какая-то разделки? Не, ну да? от слизи чуть-чуть так как это отскрести. Так. Вот. Обычно кипяточком, крепко. Ага. Слизь вся слепила. Ну, тут можно так, озарёху. Но очистим, потом растворим на это самое. А ты его голову тоже жаришь, да? Голову, да, разжижаешь, раскрываешь ее так Ага. плоской делаешь. Покажешь, да? Ага. Она вкусная такая. А печень добираешь Максу? И Максу жарим тоже сразу. Давай того перенеси, да? Какого? Я его вон почистил, где он? Вот. На удочку драл. Уже остал. А, на удочку? А, ну маленький, которого Маленький. я поймал. -то. Тоже можно. Так, и сейчас рыбу еще присолим, да? Угу. А как ее будем солить прям целиком, да? Да, целиком. Я сейчас перестал разделывать круг. Ну, Я ее вон просто главное придавить хорошо. наверное. Да. Не, придавить не надо. Ее ложишь кверху пузом. Так, ну что, процесс разделки продолжается. Все просто, да? Угу. Сразу жабры вырезаешь, я так понял. Ну, зачем они нужны? Ага. Подманим рыбу. Ну да, ближе к берегу кидаешь, да? Чтоб... Ну, кровь сейчас пойдет. Окуня лезут сюда потом. Хватает, и эти жабры съедают. Да, Да, они все съедают. чё себе. Вот белую рыбу подманить бы. Белорыбицу.
Мозжечь, видишь, да? Вижу. Голова вкусная. И вот так вот жарю. Поставь, Но жаришь. и разрезаешь повдоль, да, или целиком так жаришь? Так, и целиком его жаришь. Вот так вот в раскрытом виде, да? Да. Ну, раз, и жаришь. Понял. И снять. Так, этот, пожалуй, тоже так же. Еще шевелится. Живой, по-моему, нет? А, это я, которого оглушил. Видать, не оглушился до конца. Они плохо глушатся. Просто кусками такими жарим, да? Ну а что тут вечером-то? Ветер перестал. Они оттуда прилетели. Они тут, наверное, были так-то. Нет, они вдоль берега начинают сбывать их. Стало. Ничего страшного. Привыкшие мы к комарам. Где у нас в Якутии комаров нету? Они везде есть у нас. Ну, потом сам ребята приехали. Я говорю, а вы какой сюда приехали? Он записал, что я воровал у них. Я говорю, а ты сюда что-нибудь заводил, говорит, я тебя тут воровал. Короче, опять первую тему. Уже, наверное, это посетил. Не, она бы сразу бы прям упрямлялась бы. Упрямлялась бы, да? Сейчас вот так попробуем, пощупаем. Чувствуете там какую-то вещь? Так, сегодня, дорогие друзья, в разделе полевая кухня у нас Андрей. Что он будет сегодня нам готовить? Будем жарить налима. Свежепойманного. Беляха. Это получается озерный налим, Да. да? Прям обитает в озере. Да. Вот в этом красивейшем озере. Да, налимы тут достигают до человеческого роста. Ну вот с тебя ростом, да? Вот 1,75 м, да? Под жабры так держал и хвост. Вот это да. Таким налимом. Ну, а сегодня поймали вот 2-килограммового. Андрей, ну вот расскажи, пожалуйста, вот ты вот поймал вот этого налима, да? Ну и что, вот он вкусный был? Очень. Очень, да? Печенка. Остальное мы на котлеты. Ясно. Это было под лед мы поймали. Уже лед стал. Ага. Подлёдка была. Чё себе. Жарить будем Сейчас будем вот в этой сковородке. сковородки в этой. На этих углях. Ага. Ну, решетку не ставим там, ничего, да так? Не, так прям просто много. я сейчас выложу, 2 поленца положу, Ага. поставлю, масло залью Ну, и ну. будем жарить. И он прям махом жарит, да? Да. В лед. И сразу будем это, Шипать. Ну как, На кушать. стол, Кушать. да. Да. тарелочку. Я думаю, за 2 раза пожарим. Хорошо. Макса. В последнюю очередь. Макс, Печенку, да. Ну. А то я не успею. Я пожарю, пока положу. жарить её уже Печенки уже не будет. Пожарим, потом покушаем. Не, конечно, все пожарим, потом покушаем. Кушайте спать. О, посмотрите, какие снасти местных рыбаков тут висят. Давайте сделаем экскурсию. Вот, ну, 3 номер, копия такая вот Blue Fox.
Тройники вот такие, двойнички вот такие вот висят. Андрей, а что ловил? Кого? На налима? Это налим, да. Это Ну, поводок от закитого, перемет. Ага, понял. А, что-то он переет. Ну да, вот еще один. Ох, это хороший же. Ну. Справить его. А вон они, на том дереве, вон они с поводками висят. Ага, ага. Вижу, ага. Это, друзья, небольшие подарки от меня. Слушай, Коля. Андрюха. Так, в общем, вот я смотрел, вы рыбачите, да, и у вас нету перчаток, и вот поэтому я вам, короче, дарю от себя, от своих друзей, компании Спрут, вот такие рыбацкие перчатки, в общем. Они это, специально пальцы отрезаны, чтобы что-нибудь делать, вот, держи. Так, и вот такую маску, тоже от компании Спрут, смотрю, вот, в гости нету. Замерзает ездить, водитель. Спасибо. Ага. Спасибо. Пользуйтесь. От нашего имени, от нашей компании мы дарим фирменную подставку для телефона. Вау. С нашим логотипом. Да, Круто, круто. трофи хантинг. Спасибо. Для просмотров. Для блогеров нужная штука. Ставить телефон, стримить. Буду здесь теперь ставить и стрим проводить. Спасибо. Вот Андрей здесь уже вовсю жарит у нас жареная рыбка. Вот так он жарит на костре. Все довольно просто, да? Да, по первобытному. По-простому. Вот. Первая партия уже там, смотрю, уже потихоньку что-то жарится. Есть какие-то жареные. Помотаем. Ну, обмакиваем и туда. Сковородочку. Опа. А ты вот говорил это, голову тоже жаришь, да? Да. Голова там внизу. Там она вообще. Голова сама вкусная. Да? Да. А то обычно некоторые выбрасывают, знаешь, Да, там. ну, как это? Ну, вот так вот сейчас. Раз. Опа. И все. И пусть она сейчас жарится у нас. Вот. Вот с видом на такое красивое озеро мы жарим рыбу из этого озера, да? Да, налиму. Свежий причем, вот только выловленный, да? Только-только. Только-только Буквально выловили. Вот. 15 минут назад. Да, сразу он уже тут. Сделали на сковородке. Да. Вкуснее, чем в магазине продаются на рынке. Ну да, да. Не замороженные, не перемороженные, да? Ну, конечно, да. Опа. А вон этот садок есть. Садок сажай. Клёв пошел. Афанасий вон вытащил окуня. Покажи. О. Голодный, да? Ну вот надо было перчатки-то одевать уже. Подаренный. Тогда руки не кололо бы. Убирайте. Так, ну вот Андрей изготовил нам ужин.
Приятного аппетита. Ой, спасибо, прям таки печенка Макса жареная там. И это самое, налим жареный. Вот голову вот так вот получились. Вот. Давайте голову попробуем маленькую. Всем приятного аппетита. Бывает, я ağzı kendi. Bu. Bu. Надо с рыбой. At şu verin. Андрей, беги. At şu verin. Что, налили уже, да? Друзья, клюет. Клюет. Идет налив. Что-то идет. Что-то идет. Вдруг это голец. Огромный. Да не. Мясо нежное у них. Он небольшой, он самый вкусный. Мясо нежное. Отлично. Тогда отлично. Так, а есть что? Чем огрузил? А это вот окуня. Вот они, чебаки и окуня. Вот. Вот чебаки сейчас будут хватать. Вот, по-моему, окунь хватит вперед. Вот чебак хватил. Чебак. А нет, окунь. Сначала чебак, потом окунь. Иди рыбачь. Сейчас Андрей сними, как он будет вытаскивать. Что, поехали? Где там? Что там? Кто там? А что? Клювало, а сейчас ничего нету. А, ну все. Странно. Ушел, что ли? А что-то... А, у меня же это без этих. Нет жалом. Дергала, видать. Съели? Нет. Ой, что-то я слабо сил. Надо заново. У меня тут опять гости. Ну, тут добрый. Здорово, мужики. Здравствуйте. А вы как сюда попали? Мы приехали. Здесь запрещена рыбалка на хождение. А? Надо вам собираться, выезжать. В смысле? В прямом смысле. В смысле выезжать? С озера выезжать. Ну, завтра Еворский утром подъедет, разберемся. Пусть подъезжает. А сети стоят? 20 штук. Проверь. И? Ну не страшно. За мной ложись. Куда мы приехали? Че, блядь? Слезь, я сказал. Ты въебать что ли? Слезь с моей лодки, нахуй. Тащи его сюда. Ты заебал, давай нахуй. Отойди с лодки моей. Сука, пока живу. Ты нормально слезь с лодки, нахуй. Педрила, ты охуевший. Ты чё, блядь? Сейчас, блядь, чуть нахуй, сука.
Сейчас режу, ага. Вот. Посмотри. Голечек. Ну, да тут практически. Вот желудок. Тут практически ничего-то и нету. Он какой там мелкий. Тут и... Ну вот эти вот мелкие букашечки, которые. Вот они. Есть там что-нибудь? Или пустой вообще желудок? Ну вот кашица, вот Да. он превращается вот этот. Да, вот этот крылья вот это или как? Ага, вот красного цвета. Сейчас посмотрим. Я хочу показать Маше мясо, гольца. Мгм. Ну что, оно немножко розоватое, такое красное. Ну а что, давай поскрываем быстренько что-то. Куда подсаливать будем? А? Прямо в этом тазике что ли солить? Да, а что? Так, подожди, надо. Сейчас покажу. Надо холодное. Ну вот Наталья мне тоже вот показалась такая привлекательная речь. Очень туда заходит хорошо. И туда ленок заходит зимовать. Он начинает, подходит, встает на этом плесе, стоит, и потом уже Наталья. И он туда в озеро. Хоп. А он уходит в озеро, Да. зимовать. Да, некоторые эти ходят в озеро. Кому уже когда будет? Там уже снег. Буду раскрывать, давай. Ну, я буду подсыпать маленько. Он быстро солится, нежный. Ну, естественно. А у него, видишь, у него тоже компендейская соль. Крупная. Наш. Ну да, наша якутская соль. Видишь, это уже... М? Хорошо. Это еще. Давай чуть-чуть Сыпанем. сыпанем. Угу. Хорошо. Пока. Не прикидывай, что там. И я потом за все это расплачивался. Водитель. Голова торчит. А? Горы. Ну, пусть так. А, пусть лежит. А, ну да, с головы же мы соль. Так, все. Торможим. Надо говорить гольцов. Полу они как раз, наверное, влезут. Да? Ага. Нет, не влезут все. Ну ладно, один слой полова. Красавцы. Вкусные, зато нежные. Конечно. Да. Горы. Такой интересный, что ли. И чё, и как ты их проводил, вот этот тур тут с этим? Вот я проводил как мог. Обалдеть. По 2-3 брал на себя. Ага. Приезжает, а что договоренность была с этим, договоренность была, что никаких инвалидов, если что-то где-то здоровье привозит, один с клапаном в сердце, прикидываешь? Обалдеть. У одного желудок вообще разрезан, что-то там непонятного, другой какой-то диабетчик. Это он американцы такие? Да, жирный, колется постоянно. Отказывается, медведь вышел, этот учитель какой-то американский был.
Ну вот, дорогие друзья, заканчивается наше путешествие вот на этих чудесных аэролодках. Аэролодки «Аллигатор». Чем мне понравилась эта лодка и какие я вижу у нее плюсы и минусы. Ну, о плюсах это хорошая управляемость, конечно же, грузоподъемность, качество исполнения работы, вот как все сделано. Все продумано, видно, что как бы кто создавал эту лодку, тот человек постоянно сам ездит, сам дорабатывает что-то, улучшает комфорт этой техники. Она вообще вот по волне идет, по волне, там, по различным перекатам, практически вот сидишь, тебя даже не трясет, очень комфортно. Вот. И из минусов я увидел только, конечно же, ну, так как стоит мощный мотор, конечно же, это расход топлива, большой расход топлива. Ну, как говорится, техника, я считаю, что вот эта техника, она должна использоваться от точки А до точки Б, допустим. Перевести большое количество бутера, много людей. Там, даже в стоячей воде мы рыбачили прям с нее толпой. Она с этой задачей тоже справилась. Но на быстрой горной речке, конечно, вот на такой небольшой, сплавляться и совершать рыбалку довольно на ней может быть опасно, травмоопасно. Вот, поэтому чисто для своих целей вот эта лодка вот справляется на отлично. Потом во время дождя вот этот тент укрывной, да, все вот это вот прям вот просто вот комфорт, короче, вот. Прям причем в движении прям тент одеваешь и прям двигаешься с тентом, вообще классно. Тут дожди в горах очень часто. Ну и, конечно же, для условий, для таких вот суровых условий только такая техника. Правильно Афанасий что сделал выбор вот на такой технике. Если позволяют средства, конечно, лучше, конечно, вот такого класса вот технику, потому что ну, возит людей, много чего возит, очень много он чего сделал. Мы на этой аэролодке съездили и на ледники, там, и подымались на горы, и на рыбалочку крутую, короче, съездили. Для охоты, для рыбалки, конечно, вещь просто обалденская. Но это, друзья, мой чисто объективный отзыв об этих аэролодках. Поэтому, друзья, вот спасибо всем за просмотр еще раз. Спасибо, что написали комментарий, поставили лайк, поделились с друзьями. Всем хорошего настроения, всем спасибо, всем пока. Ждите следующие сюжеты, скоро будет просто улетный контент.